колодце вовсе не чистая родниковая вода, а та, что из-под крана, только обошлась в 2 раза дороже. Ночные дежурства у крана в надежде набрать хотя бы одно ведро. Это не реальность, а мечта для жителей улицы Аушева в селе Нижние Очелки. Проблема с подачей питьевой воды здесь гораздо глубже и кроется под землей. В этом микрорайоне просто не проведена водопроводная сеть. Около 6 метров глубина второй раз тоже надо покупать. Масняр с проблемами у хина. Пока багаж с 50 семей узя хорошо. 2008 года ходика лехтаж да решен. Семье Халухаевых по местным меркам очень повезло. Кран на кухне подключен к насосу, и вода прямо из колодца поступает в раковину. Для питья такая вода непригодна, но вот помыть посуду или постирать запросто, естественно, вручную, о стиральной машине не может идти и речи. Это вообще вода, которую нельзя ее пить. Она техническая как будто бы. А вот эту мы что, питьевую привозим, покупаем, привозим. Вот с ведра пьют, вот канистрами привозим. Вот уже 5-6 лет мы тут живем. Приходится каждый раз покупать воду. Естественно, что в таких условиях вести сельское хозяйство и тем более держать огород – большая роскошь. Огромные участки земли пустуют. В микрорайоне только у одной семьи свое маленькое подсобное хозяйство – 2 коровы и куры. Правда, вот убытков они приносят больше, чем прибыли, говорят хозяева. Из-за отсутствия воды здесь вообще развивать хозяйство возможности нет. Покупаешь на неделю не хватает. Это 700 рублей самое меньшее, если за машину. И вот рассчитай, вот на месяц чисто 3000 рублей на воду надо, если не считая остальное все. Отсутствие воды не единственная проблема сельчан. Ситуация усугубляется постоянными перебоями с подачей света и газа. Последний, к слову, жителям приходится покупать в баллонах. Электричество поступает через ветхие деревянные столбы, но и на этом сложности не заканчиваются. Ветер подует немножко, они падают, света не бывает. Телефон отъешь, шейхана электросеть подключить, не хватает связи. Провода не хватает, инструмент не хватает. Газоснабжение, где оно есть, где его нету, местами есть, местами нету. У кого возможность была, он протянул. У кого нету, тот без газа сидит. Где-то баллон или электрические приборы у кого-то. Вот. Воды вообще нету. Вот колодцы у нас насчет воды. Дороги после дождя проехать невозможно. Скорую вызывали здесь пару раз. Один раз приехала, второй раз отказалась приезжать. Проехать невозможно. Забуксовала, стала скорая, проехать невозможно здесь. Насчет газа у нас программы были. По линии Минсельхоза программа была где-то 2000 метров. Вот по трассе от училища по трассе должны были протянуть линию. По линии Минсельхоза и по линии Газпрома. 2 линии по обе стороны трассы. С одной стороны 1800 метров, с другой стороны 2000 метров. С одной стороны там протянули где-то метров 400, трубу просто протянули, закинули землю, все, больше никаких движений нету. Остальная вся линия пропала. Куда только не обращались жители, но без результата. Мака Балкоева пожаловалась в Ингуш-регионводоканал. На встречу с руководителем ведомства пришли все жители улицы. Как поясняет директор водоканала Саид Магомед Албаков, вода для подачи есть, но вот трубы должны проложить власти района. Это не входит в полномочия водоканала. У нас есть возможность подсоединить их к нашему водоводу, который идет на Малгобек. Необходимо закупить трубы и срочно начинать производство работы. Я не думаю, что это затянется надолго. Если на улице Аушева люди страдают из-за отсутствия воды, то уже на Степной, тоже в селе Нижние Очелки, вода буквально течет ручьем, и не только из-под крана, а прямо на улицах. Это видео записал местный житель еще зимой.
Сейчас на улице Степная сухо, да и затапливает не так часто, говорят жители. Вся беда в изношенных водопроводных сетях, которые периодически прорывает. И когда они окончательно выйдут из строя, неизвестно. Проблемными участками в плане водоснабжения в республике остаются селения Нестеровское, Алхасты, Галашки. Впрочем, во многих районах, где ситуация с подачей воды стояла остро долгие годы, вопрос все же удалось решить. Мы заменили большое количество оборудования, а именно глубинных насосов на более мощные. И, соответственно, мы на 1 июля увеличили на 10 тысяч кубов в сутки объем добываемой воды. Тем самым сумели закрыть вопросы по Малгобекскому району, городу Карабулак, Сунжинскому району путем, скажем так, распределения давлений. Сумели подать воду в сельское поселение Плиево. В данный момент там вода есть. Ситуацию с водоснабжением держит на личном контроле и в Рио главы Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Он отметил, что в регионе неоднократно принимались программы и намечались сроки окончательного решения проблемы водоснабжения. Планировалась замена всех изношенных водопроводных сетей и обустройство необходимого количества скважин. Выделялись соответствующие средства, но проблема водоснабжения все еще полностью не решена. Махмуд Али Калиматов подчеркнул, что независимо от причин необходимо в кратчайшие сроки решить вопрос предотвращения перебоев в подаче воды для жителей. Амина Бокова, Ахмед Гандаров, Новости 24.